Но есть моменты, за которые не надо переходить. Прямая продажа сразу. То есть вот первый сразу, прямая продажа, собственно, что вам от него надо. Если вы это делаете сразу практически, или если Олег при первом же знакомстве начинает спать, а вообще-то я провожу вот это и вот это, если что, обращайся и разговаривай только об этом. Это называется прямая продажа, это, скажем так, может быть и принесет эффект, но это его зарекомендует как человека, который, не совсем корректен, скажем так, да. То есть поэтому прямая продажа, она возможна, но как бы через, как-то так очень, вы должны чувствовать, когда это возможно. Но, скорее всего, сразу с первого раза прямая продажа не рекомендуется. Все-таки лучше потом, или вы как-то сами должны чувствовать, что вот он момент, вот сейчас можно. Значит, игра в одни ворота. Что это означает? Я это называю хамство, тот самый вариант хамства. Это когда я такая молодец, все такая знаю, вообще все умею, и я начинаю человека сразу при встрече, сразу его там, а дай вот этот контакт, а вообще как вы дозвонитесь до этого телефона, а вот что ты думаешь, что человек четко понимает, что его вот тупо используют, просто разводят, как кролика, и это неприятно. И это то самое хамство супернетворкера, то есть нужно этого избегать, нужно все-таки оставаться в рамках корректности, в рамках воспитания, в рамках приличий каких-то, потому что, с одним пообщаетесь, со вторым пообщаетесь, потом у вас будет просто репутация человека, который всех отжимает все и ничего не дает взамен. Вам не нужна эта репутация. Значит, далее, неискренность, пафос, ложь, прямое манипулирование. Примерно то же самое, да, то есть вы знаете, что вам нужен этот человек, вы держите эту цель на мушке, но вы настолько даже не делаете вид, что вам интересно узнать про автомобили, а не попросить у него автомобили. Понимаете, да? Значит, не нужно прямое манипулирование, не нужно это. Правило встречного иска к манипулятору. Вот этот очень хороший момент, его можно использовать в жизни каждый день. Сейчас можете вспомнить, у каждого есть такой человек, у каждого есть в жизни такой человек, который постоянно вас что-нибудь хочет. Жену, папу, я не знаю, не берем родственников, у них такая профессия не приходится. То есть, есть вот точно среди друзей какой-то человек, который постоянно вас просит денег, постоянно просит довести, постоянно звонит и плачет вам в телефон, какая она несчастная. То есть есть такие люди, которые постоянно оказывают на вас какое-то воздействие, которое вам уже надоело. У всех есть это. Есть такое правило, это российское законодательство, встречный иск. То есть однажды вы просто этому человеку говорите: о, слушай, тебе не сложно? Придумайте даже. Просто придумайте, возьмите, придумайте, прям проведите эксперимент. Придумайте этому человеку что-то, что в принципе он может сделать. То есть не что-то суперсложное, невыполнимое. Он может это сделать, и вы его попросите ровно для того, чтобы узнать, он сделает вообще это ради вас или нет. То есть это не что-то супер важное. Если он не сделает, скорее всего, он не сделает, вы тоже не умрете. Но вы потеряете этого человека как минимум на 2 недели из вашей жизни. То есть, понимаете, да? Это встречный иск. То есть от вас что-то просит, вы ему такие, да-да-да. А вот как раз я вспомнил, ты не мог бы сделать мне вот это, вот это? Или, а как вот ты узнал, пожалуйста, договорись, пожалуйста. Там у тебя, ты говоришь, какой-то есть крутой знакомый, который может вот это, вот это. Пожалуйста, спроси у своего крутого знакомого про то, могут ли они меня так. То есть загрузите чем-то этого человека, и этот манипулятор либо пропадет, 100%, что он пропадет из вашей жизни на некоторое время. Потому что он только хочет вас звонить, а он не узнал еще на 5, я не буду. Понимаете, да? Это очень простая штука.